Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня у нас замечательное гадание на тему, как достичь желаемого. Как поступить в этом сложном выборе. Вы загадываете, может быть, ситуацию какую-то или вашу жизненную ситуацию на сегодняшний день. Вы к чему-то хотите прийти. У вас есть какие-то цели, но вы не знаете, как их достигать, как лучше поступать, как правильно поступать. Соответственно, использовать я буду колоду «Серебряное колдовское таро». Эта колода основана у нас на триликой богине Гекате или трех ипостасях божества. Соответственно, мы будем с вами разбирать расклад тоже по 3 пунктам. Это Геката, несущая свет, Геката подземная и Геката, носительница ключа. И напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Расклад небольшой, поэтому у нас будет 4 позиции, и каждая будет содержать по 3 карты. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, 4 наши позиции. Украшаем сегодня брошками. Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. И 4-я позиция. Кому брошки не нравятся, выбирайте по номеру. 1, 2, 3, 4. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Как вам в жизни сейчас поступить, как достичь желаемого. Может быть, вы загадаете что-то желаемое, что вы хотите достичь обязательно сейчас в жизни, на этом этапе. И, соответственно, нужно понять, как лучше поступать, а как не стоит поступать. Понимаете, да? То есть мы еще будем смотреть, как поступать точно не надо, чего избегать. Итак, наша первая брошка, первая позиция. Первая карта – это вы. Сейчас, в каком аркане вы находитесь? Вы находитесь в 8 жезлов. Красивая такая карта, да? Вот. Очень, очень хорошая колода. Мне она очень нравится, конечно же. Итак, 8 жезлов. Человек бежит. В первую очередь, мы здесь что видим? Человек бежит. У вас много мужской энергии на сегодняшний день. Неважно, мужчина вы или женщина. Мужская целенаправленная энергия, да? Вы действительно хотите чего-то достичь, добиться, хотите прийти к своей цели, несмотря ни на что, и находитесь в состоянии бега по жизни. То есть, когда человек явно куда-то торопится. Когда человек торопится, он много суетится. Но вы наметили все-таки, взор этого человека направлен ровно вперед. Поэтому вы наметили себе определенные цели, вы хотите во что бы то ни стало добежать. У вас есть страсть, у вас есть стремление и инициатива, конечно. Сейчас с вашей стороны идет в жизни. Соответственно, бег этот, он идет против ветра. Посмотрите, пожалуйста, на волосы этого человека. Если бы сзади дуло, волосы были бы в другую сторону, я вам честно говорю, поэтому еще и против ветра бежите. Что могу сказать? Вы счастливы. Вы счастливы на сегодняшний день от того, что вы можете все-таки к чему-то стремиться, достигать каких-то своих целей. Но идет ситуация, видите, кошка рядом лежит и смотрит на этого человека, который бежит. Вы как будто бы мимо кого-то пробегаете, мимо чего-то пробегаете, не замечая окружающих, не замечая, может быть, каких-то близких. Вам это тоже нужно помнить, отметить для себя, что когда ты идешь к своей цели, несмотря ни на что, иногда нужно оглядываться вокруг себя и замечать своих близких. Не забывать про своих детей, про своих любимых. И, конечно же, с одной стороны, у вас, сейчас такое чувство восторга, что я могу. У вас есть это ощущение, я могу. Но близкие все равно нуждаются в вашей заботе и, может быть, каком-то внимании, да, когда
вы должны уделить им время, когда вы должны рядом быть и когда-то говорить им о любви. И вдруг у них какие-то проблемы, а вы не слышите. Вот вам нужно это обязательно заметить для себя. В том числе, вот еще знаете, что по этой карте? То, что вы чувствуете, что вы можете вот достичь тех целей, которые вы себе поставили. Вы когда-то ставили именно идеи, цели, да, вот, которые казались нереальными, а сейчас вы понимаете, почему вы так спешите. Потому что вы понимаете, это реально, я могу, у меня получится, несмотря ни на что. Вот что-то вы себе такое наметили, что знаете, оно должно получиться. Вот должно, и все, тут трава не расти, да? Хорошо, давайте посмотрим дальше. Следующую карту нашу. Это Геката, несущая свет. Что это значит? Это самое удачное для вас сейчас направление. То есть как достигнуть желания. Самый главный совет от Гекаты. Да? Как достигнуть желаемого. Тройка чаш. Смотрите, прекрасная карта. Но мы здесь видим 3 ипостаси Гекаты. Все 3 лика. Почему так происходит? Потому что Геката точно вам говорит, надо объединяться. Надо объединяться, нужен союз. То есть не просто одному бежать, и несмотря ни на что, да, вам нужен союз, вам нужны союзники, вам нужны люди, которые вас в этом деле или в вашей жизни поддержат. Как достичь желаемого, нужен союз, может быть, даже 3, союз 3, да. Вообще, конечно, карта очень счастливая, очень хорошая. Она как будто бы возвещает о том, что у вас это уже правда в руках. То есть вы своей цели или своих целей правда достигнете, несмотря ни на что. Как получить желаемого? Да, оно почти у вас в руках. Но не скрывайте любые свои чувства по этой карте. Не вздумайте их скрывать. Ни слезы, ни печаль, ни любовь, ни радость. У вас все чувства должны быть на поверхности в жизни сейчас. Если вы будете естественным или естественной, вы добьетесь всего, потому что Вселенная будет вам благоволить. Соответственно, получается так, что будете собой, да, вот будете собой, и тогда Вселенная раскроется для вас полностью. Конечно же, в вас есть все 3 ипостаси, и Дева, и Мать, и Старуха. И это значит, что вы на уровне Творца, на уровне Божества. Все 3 лика присутствуют сегодня в вас и должны присутствовать. А вы пока обнажаете только 1 лик. Вам нужно обнажить все 3 лика. Все 3 ипостаси обязательно, это важно. Объединяйтесь, будьте собой, улыбайтесь, танцуйте. Но если вам хочется плакать, плачьте. Соответственно, наслаждайтесь тем моментом жизни, который у вас есть. И тогда вы, правда, в любом случае добьетесь того, чего вы хотите. Хорошо, давайте посмотрим следующую карту. Как ни в коем случае нельзя сейчас поступать. То есть обратная сторона, Геката подземная. Вам необходимо этого избегать. Наименее подходящее направление на сегодня для вас. То есть то, чего не надо делать. Мы здесь видим 7 чаш. Вот сами, наверное, уже понимаете, да? Сами понимаете. Любая иллюзия, любая нерешительность, любое выжидание – это для вас равносильно тому, что вы просто не добьетесь того, чего вы хотите в жизни. Вам действительно нельзя медлить. Вам не надо мечтать вместо того, чтобы делать. Это совершенно здесь точно. И опасаться, допустим, своих действий тоже нельзя. Нельзя включать вот эту вот глупую нерешительность. А возьму я это яблоко или не возьму? Может, мне об этом яблоке, вместо того, чтобы его сорвать, просто помечтать? Я чего-то жду все время. Я все время, допустим, стараюсь медлить. Я подходящего момента жду. А вот в этот момент нельзя, вот тут луна неправильно сошлась, я потом это сделаю. Вот это ваша стратегия должна быть прям вот вычеркнута, крест на ней поставлен, отметено это должно быть раз и навсегда, понимаете? Никакая жадность, никакое вот такое вот ограничение в жизни не должно вами руководить. В любом случае энергия должна течь, а не
наоборот, да, там застаиваться. Хорошо, давайте посмотрим следующую карту. Это Геката, носительница ключа. По сути, эта карта будет ключом к продвижению вперед. То, что необходимо помнить при принятии решения, то, что важно не упустить из виду, акцент, о котором не следует забывать. Десятка чаш. Вот я говорила вам, ну не забывайте вы об окружающих, не забывайте. Вот расклад это четко показывал даже с первой карты. Когда мы описывали с вами вас как человека, в каком аркане вы живете, вот восьмерка жезлов. И это было видно было, что не забывайте про свою семью, про окружающих, про своих любимых. Это было сразу видно. У вас необходимо прям помнить при принятии решения, при том, что вы, ну, вам не следует забывать, да, что у вас есть окружающие любимые люди, семья. По сути, эта карта гласит как вверху, так и внизу. Она точно говорит о том, что мир ваш расширяется. И она показывает, что вы должны полюбить себя, и тогда вы научитесь любить окружающих. Если вы будете любить окружающих, вы научитесь любить всю Вселенную. И, конечно, вам нужно наполниться любовью. Вы не должны упустить из виду, а для чего вы все это вообще делаете. Ну вот вообще добиваетесь всего, чего вы хотите. Для чего вы идете вперед, как вам достичь целей ваших, а зачем они вам? Вы спрашиваете, как мне достичь желаемого. А зачем вам это желаемое? Зачем оно? Вот нужно помнить, а зачем? Ну не просто же для себя, правда? У вас есть близкие или будут, у вас есть семья или будет. Вот ради чего все делается, а не ради просто себя. Ну вот такая позиция у нас, номер 1. А мы идем дальше. Переходим к позиции номер 2. Как вам достичь желаемого в жизни на сегодняшний день, да? И напоминаю, что вы можете просто спросить, как в жизни поступать, либо какую-то цель преследовать. Ну, то есть, вот вы, допустим, хотите определенную цель достичь, и вот как ее достичь, да? Хорошо, первая карта – это вы сейчас вообще, в каком аркане вы живете. Ну, семерка мечей, семерка мечей. Что я тут могу сказать, да? Мы здесь видим черепашку, медленно идет, собачку, меч. Такие знаки, да? О чем это говорит? У вас есть верные друзья, вы как-то медленно в жизни идете, вам нужен мудрый совет. Меч, воткнутый в землю, показывает, что ссориться вы ни с кем сейчас в жизни ни в коем случае не собираетесь. Но мы здесь видим ураган, а вы держитесь за дерево. Это значит, что вы пытаетесь справиться с жизненными трудностями, но уже как-то вот не знаете, как вам справляться. Если в первой позиции человек пытался бежать против ветра, и у него это очень хорошо получалось, здесь ветер, ну, конечно, сносит все на своем пути, но вы бежать боитесь. И, соответственно, у вас идет противостояние. Вы против урагана. Вот у меня сейчас период ураганов в области, где я живу. И вчера был дикий ураган, 2 дня назад был дикий ураган-шторм, да. И я понимаю, что это такое. Иногда это вот стихия, которая захватывает тебя, ты держишься за дерево и реально ничего не можешь делать. Вообще ничего. Соответственно, прижимаетесь вы к дереву, чтобы противостоять сильному ветру. Получается, черепаха, вот она идет, да, она медленно идет, а щенок, вот он настолько ветер сильный, что он даже догнать эту черепаху не может. У вас жизненные обстоятельства захватили вам, ну, негативные жизненные обстоятельства, захватили вас таким образом, что вы не справляетесь, да? Не справляетесь. Вы просто за кого-то, может, держитесь, за чью-то поддержку. У вас есть сила, но та сила, которая на вас сейчас воздействует в жизни, как будто бы вам кажется, что сильнее. Однако я вам так могу сказать, что вы можете устоять против ветра. Остановить ветер вы не можете, но устоять против ветра вы можете. Просто вы это, ну, не всегда осознаете и не во все это верите. Однако, когда
вы противостоите вот внешним обстоятельствам, вам нужно понять, что вы этими обстоятельствами не распоряжаетесь. Какая бы сила на вас не воздействовала, этой силой вы не распоряжаетесь. Но у вас есть внутренняя сила, внутренняя. И, соответственно, хоть вы и в ловушке, но вы можете справляться с помощью своей внутренней силы. Причем, скорее всего, вы точно рассчитали, как пойдет ваша жизнь. Что, когда вы собирались сделать? У вас была куча планов. Вы, как будто бы столкнулись с тем, что совершенно неожиданно произошло, и эти вот все планы начинают переворачиваться с ног на голову. Вам мешают. Иногда в этой ситуации можно повернуть вот эту энергию бушующую в нужное русло просто. Но чаще всего бывает, что никакой возможности для этого нет. И лучше укрепить дух, подойти к этому философски и переждать. Да, переждать. Потом вы сможете после бури ущерб оценить и перестроиться. Но сейчас бурю надо переждать. Вот обязательно. Теперь давайте посмотрим, как вам в этих вот тяжелых жизненных условиях, невероятных обстоятельствах, да, которые на вас свалились, взять и достичь желаемого. А ведь вы чего-то желаете, да, у вас была куча планов, но вы теперь понимаете, что планы, скорее всего, под угрозой. Вот как вам достичь того, чего вы желаете сейчас? Первое у нас Геката, несущая свет. Это самое удачное направление. Совет, как достигнуть желаемого. Вышла карта правосудия. Это старший аркан. Мы здесь видим женщину на неком постаменте. У нее завязаны глаза. И она стоит между черным и белым деревом посередине. Как вы уже успели заметить, женщина на карте беременная. Что это значит? Это значит, вот ваш план, он сидит в вас. У вас есть идея. У вас есть план, как дальше жить. У вас есть эта цель. Вы ее уже в себе зачали. Главное родить, правда? Главное осуществить и выпустить ее в жизнь. И получается, что вот эти деревья, да, что они символизируют? Например, добро и зло, темное и светлое, черное и белое. То есть в вашей жизни есть как хорошее, так и плохое. Это всегда так. Это карта кармы. Демид, хватит храпеть. Действие, любое действие имеет последствия. Вот смотрите, если бы зимой деревья не опадали, да, вот осенью они опадают, зимой они там застывают, да, они вообще без листьев стоят, то как бы весной зародились новые листья, почки и так далее, листочки? Никак, правильно? То есть дереву нужно листья сбросить для того, чтобы родились новые листья. Без смерти не бывает жизни. Без угасания не бывает света. Правильно? И, соответственно, в этом мире все абсолютно находится в равновесии. Или мир, если что-то разболталось, пытается это привести в равновесие. Если вы разболтались, вас приведут в равновесие насильно. Если вы внутреннюю гармонию имеете, вас никто приводить в равновесие не будет, потому что вы гармоничны. Вот если вы не хотите, чтобы вас силком приводили в некое равновесие, вам нужно быть самому уравновешенным или самой. И быть в гармонии с собой, с окружающим миром. У правосудия нет никакого милосердия. И нет, опять же, никакой злобы, да. То есть идет ситуация, допустим, когда оно нейтрально к вам. Все зависит только от вас. Оно вас не будет жалеть, оно вас не будет карать. Оно как бы не имеет вообще никакого знака, ни плюс, ни минус, оно ноль. Соответственно, если вы будете пытаться жить по справедливости в этой ситуации, которую вы загадали, правосудие будет для вас покровителем, покровительницей, да? Геката покровительница. И Вселенная позаботится о вас. Она позаботится о том, чтобы развивалось то, что вы хотите. Она обеспечит, чтобы у вас все получилось, но тогда вам нужно быть честным человеком, объективным и успокоиться. Успокоиться, потому что пойдет все так, как пойдет, да?
вы уже имели какие-то действия, они все равно будут иметь последствия. Но сейчас вы должны выровняться, то есть постараться быть именно внутри спокойным, гармоничным человеком, без суеты, без паники, без какой-то, вот, допустим, злобы или без сильной, невероятной, там, бушующей, истеричной радости. Спокойствие нужно. То, что вы себе запланировали и хотели осуществить, это одно. Но в бурю вы попали ровно по своим заслугам. То есть ваши какие-то прошлые действия сейчас в виде этой бури имеют последствия. Успокойтесь и отдайтесь спокойному, вот, как сказать, равновесному течению Вселенной. Вы увидите, что если вы сопротивляться перестанете, то вас отнесет ровно туда, куда надо, вот этим ветром. Ну, может быть, нужно просто расслабиться, отпустить дерево и полететь туда, куда надо, куда вас Вселенная понесет. Вот я так считаю. Даже если вам немножко страшно, вам нужно понять, что не бывает все в этом мире как-то неправильно, хаотично. Мир довольно гармоничен, у него свои законы. Вы эти законы пока не расшифровали, но это ничего не значит. Вам нужно просто подчиниться, так скажем. Хорошо. Подземная Геката. Как ни в коем случае поступать нельзя. Если вы не поняли по правосудию, как вам поступить, то есть расслабиться и успокоиться, да, то вы поймете, как вам поступать по тому, как вам не поступать, правильно? Вы тогда хотя бы по второй карте, вот это поймете. Итак, Геката подземная. То, что необходимо вам избегать при достижении вот этой цели. Наименее подходящее направление. Король мечей. Ну вот видите, король мечей. Вот он вроде тоже с правосудием связан. Он вроде тоже связан. Но он строгий. Он абсолютно строгий. Он непримиримый. Он действует только через разум. А вам нужно действовать по внутреннему ощущению. Конечно, вам ни в коем случае нельзя действовать по логике, по разуму. И вот просто поймите это, что логика сейчас, острый ум не подходит к этому делу, которое вы задумали. Не подходит также слишком сильная воля. То есть когда человек настаивает на своем, несмотря ни на что. Ну вот нельзя сейчас стоять колом на какой-то своей позиции. Ваша позиция, скорее всего, не совсем верна. Да, вы хотите достичь желаемого, но вот прям встать на какой-то своей точке зрения и ни в коем случае с нее не сходить, это нельзя. Вам нужно поменять свое мнение. Мало того, успокоиться, но еще и поменять свое мнение, потому что разумом здесь не возьмешь. Вот та ситуация, которую вы задумали, ее разумом не возьмешь, логикой не возьмешь. Отключите вашу логику, отключите разум, завяжите себе глаза и попробуйте по наитию идти. Вот прям по чувству. Может быть, почувствовать в себе вот эти ритмы Вселенной, божественные. Но просто голый разум, голая логика здесь не помогут. Ни в коем случае не помогут. И также нельзя опираться на какого-то мужчину, на его советы как специалиста. Нельзя здесь опираться, если это вопрос здоровья, на врача. Просто на врача нет. Здесь нужно, не знаю, силы природы подключить, если это здоровье касается. Хорошо. Геката — носительница ключа. Ключ к продвижению вперед. Что необходимо помнить при принятии решения, что важно не упустить из виду, акцент, о котором не следует забывать. Смерть. Какой интересный расклад у вас. Ну вот если честно, такой глубокий. Потому что здесь есть все. Здесь есть справедливость, здесь есть мечи, и здесь есть смерть. О чем вам никогда не надо забывать. Что в ситуации есть неумолимая сила, которой противостоять вы не сможете. Не сможете, и все тут. Вот есть внешние обстоятельства, которые на вас дует в виде этого ветра. То же самое показывает и смерть. Вот как раз этот ветер смерти показывает. Ты не сможешь его регулировать. Если к кому-то приходит смерть, ты ее отменить не сможешь, правда?
То же самое в вашей ситуации. Если что-то заканчивается, неумолимо заканчивается, и начинается нечто новое, вы этому противостоять не сможете. Должно что-то переродиться. Должно окончиться одно и начаться другое. Вот трава не расти, иначе быть не может. Бабочка, она вышла из куколки. Если бы куколка не закончила свое существование, гусеница бы не трансформировалась в бабочку, бабочки бы красивой крылатой здесь не было. Была бы одна жрущая постоянно невероятно много гусениц, да? Она бы ела, пока не лопнула. И все. Нет, ей пришло время, согласитесь, она это почувствовала, пошла, завернулась и переродилась. Согласитесь, вы ни одной такой гусеницы в природе не видели, которая должна переродиться в бабочку, а она не захотела, и она просто ела, пока не лопнула. Много листьев. Вот не было такой, да, гусеницы? Она когда-то жрать закончила и пошла, завернулась, и потом больше никогда не ела. Максимум, что ест бабочка, это чуть-чуть попьет нектара цветов. А вот может быть намек тут. Ну, смотрите, смерть – это изменение, это не страдание. И вот вы должны понять, что то, что с вами происходит, вот эти перемены в жизни, вы хотели там одно, себе все наметили, а у вас пошли перемены. Это не страдание, это изменение. То есть вам нужно измениться и во что бы то ни стало. Если вы не поменяетесь, если не поменяете себя в корне, если не измените себя к лучшему, из гусеницы вы должны превратиться в бабочку и никак иначе. Если бабочкой не станете, к сожалению, этот мир вас сожрет. И просто вам нужно меняться. Вам лень, я уверяю вас. И лень любому человеку меняться. Как хорошо лежать и смотреть постоянно ленту Инстаграм, листать Ютуб, вечером кино, валяться и валяться. Как приятно, правда? Но никак нельзя. Да, неприятно никому бегать в 5 утра. Да, никому неприятно заниматься там, не знаю, йогой, спортом и сидеть на диете. Но, видимо, надо. Ну, я именно не про это говорю, да, может, вы уже давно здоровым образом жизни живете. Я вам просто привела пример, да, именно на нашем теле. Это может быть что угодно. Ваша работа, например, вы хотите достичь карьерного роста, но внешние обстоятельства против этого. Успокойся, говорит правосудие, все равно все придет в равновесие. Как ты ни крути, просто следуй ритмам Вселенной. Попробуешь объять это логикой, ничего у тебя не получится, потому что есть внешние обстоятельства, которые сейчас против. Карта смерть точно сказала. Этим силам противостоять невозможно. Но ты можешь родить что-то внутри себя. Из гусеницы ты превратишься в бабочку. С собой ты можешь трансформации проводить, с внешним миром, к сожалению, нет. Ну, такая позиция номер 2. Хорошо. Давайте перейдем к нашей 3-й позиции. Наша 3-я позиция. Так. Извиняюсь, она всегда расстегивается, эта брошка. 3-я позиция. Демид храпит по-страшному. Итак, наша первая карта. Кто вы сегодня? В каком аркане вы живете? 2 мечей. Ну, здесь мы видим даму, которая прям в медитации находится на сегодняшний день. Тут у нас и белые цветы цветут, и красные цветы, но именно сквозь как будто бы снега. Прорезались, да? Чувство такое, да, что человек пытается прийти в равновесие и находится в состоянии полного покоя, но при этом рождает чудеса из своего покоя. Ну, то есть из своей медитации, из своего вот такого замершего состояния человек может воспроизводить настоящее волшебство на этой карте. Глаза завязаны. Это значит, что именно сильна интуиция. Именно здесь у вас сегодня, сейчас вы подключили к своей жизни интуитивное знание больше, чем просто логику. Я так могу сказать, что вы находитесь перед началом движения. То есть вы думаете, может быть, как вам действовать, или пытаетесь понять интуицией, как вам действовать, да? И перед этим у вас было какое-то тяжелое состояние. Ну, какие-то, может быть, трудные обстоятельства жизни.
может быть какая-то обида, может быть чье-то предательство. Почему вы решили прийти в состояние равновесия? Потому что вас кто-то разбалансировал. Соответственно, теперь не так просто успокоиться, да, и не так просто принять решение, а что дальше. Я так понимаю, что, может быть, даже у вас есть две ситуации, как вам действовать, какой выбор сделать, два направления, куда пойти. И вы между ними выбираете, одно или другое, что мне делать. Вот я в прошлом испытала трудности. Может быть, предательство, может быть, принимал не те решения. Соответственно, сейчас, перед тем, как действовать, я дую на молоко. Пытаюсь сосредоточиться и понять, а как правильно, а что мне делать. Потому что я боюсь уже совершать ошибки, очень боюсь. А решение принять необходимо. И, соответственно, это трудный момент в жизни у вас сейчас. Но выбор, который вы сделаете, должен вернуть вам в жизни солнце, потому что у вас сзади мало того следы на снегу, да, как будто кто-то ходил мимо, так еще и тьма сгустилась. И вы можете рождать чудеса в вашей жизни, но пережили очень тяжелый период. Поэтому сейчас вы и смотрите, скорее всего, этот расклад, потому что эта ситуация, как вам поступить, очень вас беспокоит, и вы всеми силами именно по наитию пытаетесь найти ответ. Вот прям по интуиции, по чувству. Хорошо, давайте посмотрим все-таки Гекату, несущую свет. Вот самое удачное направление. Совет, как достигнуть желаемого. Так, мы здесь видим 4 чаш. Она сильно похожа на ту карту, которую мы вытащили первой, согласитесь. Может быть, вы в правильном положении в жизни находитесь. Такое вполне реально. Карта как бы показывает расслабившуюся в дереве женщину, которая пытается понять. А вот что в моей жизни меня не устраивает? Да? Что мне не нравится? Вот есть некоторое внутреннее противоречие. И человек пытается найти внутреннее равновесие, гармонию и понять, вот, что я в жизни хочу, а что я в жизни не хочу. Что мне надо, от чего я буду счастливым человеком, и что не надо. Вот это очень важно здесь, очень важно. То есть вот сам по себе период покоя вам нужен. Для чего? Вот самое удачное направление, чтобы достигнуть вашей цели, сначала обрести период покоя. Как достигнуть желаемого? Понять сначала, а чего я хочу, а что в моей жизни мне не нравится и не надо. Вы решаете здесь, абсолютно точно, вы решаете. И здесь мы Луну видим на небе. Луну. Хотя вроде бы на дворе, как будто бы ясный день. Это означает, что вы как бы чувствуете, вот что произойдет у вас хорошего, так это начало весны, правда? И, соответственно, вы, может быть, сейчас не испытываете сильных эмоций, они вам и не нужны. Но вы должны быть открыты. Вот энергия пусть течет свободно. Она будет питать вас. Вы в медитации можете почувствовать это, как приходит энергия извне и питает ваше тело, ваш разум, ваш дух, вашу ауру, вашу энергетику. Это самое главное здесь, напитаться этой энергией. Соответственно, кругом у вас кипит жизнь, да? Но в вашей душе сначала должен быть покой, и вы должны найти тихое место для отдыха. Неудовлетворенность вашей жизнью вышла из того, что вы испытали в прошлом. Скука и уныние могли выйти из того, что вы получили психологические травмы и боитесь вообще, в принципе, в жизни действовать. Действовать пока и не надо. Сначала прийти в состояние покоя и точно знать, а чего я хочу, потому что вы как будто бы еще не все про это знаете. Хорошо, следующая Геката у нас подземная. Чего необходимо сейчас избегать
и наименее подходящее направление, именно наименее. Туз чаш. Вот смотрите, туз чаш. Этого избегать нужно обязательно. Этого избегать вот чувства через край, эмоции через край, раскрытие эмоций перед другими людьми ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае показать эти эмоции, которые в душе сейчас есть, потому что, скорее всего, это не те эмоции, которые можно показывать. Вы не можете быть источником эмоций, вы не можете взять за источник эмоций кого-то другого сейчас. Это очень важно, не поддаться на эмоции, не поддаться на чувства. И ни в коем случае, вот самое главное, если внутри есть какая-то обида и горечь, еще не погашенные вами, не приведенные в равновесие, вот взять и показать кому-то. Ныть об упущенных возможностях, например, кому-то об этом высказывать. Высказывать свои чувства, даже любви ни в коем случае нельзя. Даже слишком сильных любовных эмоций. Вот все эмоции придется пока выражать, ну, допустим, через медитацию, понять, откуда они, их источник. Если это негативные эмоции, постараться их трансформировать, да? Поэтому здесь нужна работа над собой. Действовать под влиянием импульса вам ни в коем случае нельзя, вы тогда точно в жизни ничего не добьетесь. Точно в жизни ничего не добьетесь. Хорошо, посмотрим следующую карту. Геката, носительница ключа. Ключ к продвижению вперед, то, что необходимо помнить при принятии решения, то, что важно не упустить из виду, акцент, о котором не следует забывать. Пятерка чаш. Пятерка чаш. Интересно. Это такая вот карта, это ведьма ночью в лес пришла. Она проводит ритуал. Она пытается, ну, свою силу, да, активизировать и пытается этот ритуал ночью среди леса провести. Ей это нужно. Ей это нужно вот почувствовать свою, наверное, силу, да, почувствовать свою какую-то ведьминскую мощь. Конечно же, карта показывает, опять же, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Ну, не знаю, как жертва какая-то, да? Вот вам это нужно учесть, когда вы хотите чего-то достичь. Здесь как будто бы должно быть равновесие. То, что вы получаете, должно быть равно тому, что вы отдаете. Никак иначе быть не может. Да, вы, возможно, в жизни оплакиваете какие-то потери. Вы это что сделали? Отдали. Но при этом у вас пришло время и брать. Если вы что-то отдали, вы что-то возьмете, правильно? Никак иначе. Поэтому, когда вы все-таки, ну, допустим, переживаете из-за того, что вам пришлось потерять, помните, что вы всегда получите ровно столько же. И в мире все находится только в равновесии. У вас, да, у вас карта точно указала, есть чувство потери внутреннее, есть какая-то печаль, какие-то сожаления о прошлом. Может быть, даже раскаяние, горечь, какое-то разочарование. И ситуация именно сложного выбора, как дальше. Но именно карта и говорит, что если вы отпустите все то, что пытаетесь держать, вы получите столько же и гораздо больше, но от того, что вам действительно нужно. Вам перестать нужно себя жалеть. Потому что не бывает, что Вселенная у вас что-то забрала, а вам это было правда надо. Но не бывает такого. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы перейдем к позиции номер 4. Вот смотрите, как она открывается, эта обложечка, и все-таки не держится застежка. Сейчас я ее закрою. Перейдем к позиции номер 4. Расклад у нас, как сейчас поступить, как достичь желаемого, и либо просто как поступить в жизни. И первая карта – это кто вы сейчас, в каком аркане вы живете. Колесо. Хороший аркан, вы знаете. Хотя это аркан из жизненных перемен, правда же? Жизненных перемен, но все-таки позитивный. Я его вижу как позитивный. Мы здесь видим 3 ипостаси Гекаты, все 3 лика божества. И как будто бы, ну, как они улыбаются, да, радуются, удачи, счастья. Все-таки вы сейчас на той волне, что вы несколько удачливый человек.
Вот вы живете в удаче или согласно той ситуации, которую загадали. По сути, конечно же, карта показывает танец, да? Молодая, беременная и седая женщина, но они все три танцуют, и у них руки подняты к колесу. Это значит, что вы как будто бы знакомы с циклами жизни, что все в этой жизни меняется постоянно, хорошее меняется на несколько плохое, плохое опять на хорошее, и даже если в вашей жизни возникнет трудность или буря, вы ее как будто бы знаете, что переживете, преодолеете, потому что потом все опять изменится. Конечно же, вы находитесь в состоянии шансов в жизни. На сегодняшний день это так. У вас есть судьбоносные возможности. Вы протягиваете руку, значит, вы эти возможности должны взять. И у вас сейчас есть в жизни удача. Карта совершенно точно предзнаменует, что вы на пороге большой удачи. У вас есть в жизни переломный момент, или вы на пороге переломного момента, перемен в жизни, и вы находитесь в состоянии движения. Соответственно, могу так сказать, что вы знаете, колесо нельзя остановить. Вот вы знаете и все тут. Если вы сейчас живете в чем-то очень хорошем, счастливо, да, вы знаете, что все поменяется, и колесо нельзя остановить. После лета всегда приходит осень, а потом зима. Но после зимы весна. Вы это тоже знаете. И что бы ни случилось, вот что бы ни случилось в вашей жизни, вы даже в любой трудности чувствуете, что потом все будет хорошо. У вас есть оптимизм. Если у вас сейчас что-то плохо, да, какие-то трудности, переживания, колесо точно сказала, ваша жизнь прямо сейчас круто меняется к тому, чтобы быть счастливым, удачливым, успешным человеком. И совершенно точно пройдет период этого успеха, и опять поменяется все в обратную сторону, и потом опять в обратную. Понимаете? Если вы сейчас в черной полосе, у вас явно будет белая. Явно будет. Поэтому у вас, как будто бы, вот сейчас попутный ветер. Так будем говорить. Попутный ветер. И, вот просто вы плывете по течению, зная, что течение вас куда-то вынесет. Вот так могу сказать. Но чувствуете, что этот ветер попутный. Хорошо. Смотрим дальше. Удачливый вы человек. Как вам сейчас в жизни поступить, что делать, или как достичь желаемого, того, что вы загадали здесь? Геката, несущая свет. Вот самое удачное направление. Совет, как достигнуть желаемого, да? Десятка жезлов. Зима, ночь. Товарищ палочки насобирал и собирается, вот уже развел костерок, наколдовал, да? Палочки в костерок будет подбрасывать, кошечку греет. Оказался человек ночью в лесу. Странноватая ситуация. Может быть, ведьмак заведьмачился, не заметил, как ночь наступила, была зима в этот момент, да? Но сам факт. Ситуация как будто бы, вот кажется, тяжеловатой. Но в любом случае, десятка жезлов, да? И вот самое удачное направление, как достигнуть желаемого, это все-таки постараться, защитить, во-первых, тех, за кого вы отвечаете, отогреть, отвечать за них и дальше, нести эту ответственность. Вот когда вращается ваше колесо жизни даже в сторону удачи, даже вы находитесь вот в таких сумбурных обстоятельствах, никогда не забывайте о тех, кто вам дорог и за кого вы несете ответственность. Сразу же карта сказала, хочешь достичь желаемого, не забывай о тех, за кого ты несешь ответственность. Вам нужно понять, что пока вы живы, огонь всегда живет в вашей душе. И даже если вам кажется, что он горит среди снега, только тлеет, подбросьте туда дров. Допустим, если вы кому-то не скажете «я люблю тебя», вы все равно же будете любить, правильно? И я вот так это чувствую, что если у вас есть страсть, желание жить, если у вас есть желание творить, и вы не забываете о тех, кто вам дорог, то вы всего добьетесь.
всего, что вы хотите. Да, может быть, трудно этого добиваться. Трудно. Вот как костер, горящий среди снега. Его трудно поддерживать, правда? Но этот огонь вам нужен, чтобы добиться того, чего вы в жизни хотите. Обстоятельства могут вас крутить, вертеть, но вы знаете свою цель. И даже если вам будет трудно, вам нужно просто не оставлять эту цель. Как не оставляете вы любимых, так не оставлять свою цель. И, конечно же, вам нужно понять, что вот есть разные формы этого пламени. Есть те формы, которые были вот как яркий костер, да, ему ничего не мешало. И вот вы осуществляете, вроде оно само идет, а здесь нет. Здесь то, что вы задумали, вот не так-то просто, не само оно идет. Его поддерживать надо постоянно. Если вы этого хотите достичь, вам нужно постоянно делать вот эти действия. Ну, носить этот хворост в костер, да. Целенаправленные действия. Вот просто гореть не будет. Нет здесь такого топлива среди снега, которое бы постоянно поддерживало среди влаги огонь. Вам постоянно нужно самому приносить эти дрова, да. Не дай бог потерять это пламя. Вот если вы не будете взращивать то, что задумали, это может быть бременем даже для вас. Вот эти обязательства, постоянно вкладывать туда энергию, но у вас тогда не получится. К сожалению, это трудная ситуация. И то, что вы задумали, оно, скорее всего, какое-то крутое, большое, богатое, невероятное, нужное или тяжело достигаемое. Кто-то задумал выздороветь от тяжелой болезни. Блин, ну тогда каждый день надо вкладывать энергию в то, чтобы выздороветь. Постоянно каждый день думать о выздоровлении, постоянно принимать какие-то препараты, постоянно делать, там, не знаю, какие-то, может быть, упражнения, здоровый образ жизни вести, что угодно, смотря от чего выздоравливать, да? Может быть, вы задумали стать богатым человеком, раскрутить что-то, какой-то проект. Каждый день придется уделять этому проекту время. Каждый божий день. Нельзя оставлять огонь. Он в снегу загаснет. Сразу же внешние обстоятельства задавят то, что вы задумали. Хорошо. Что-то вы задумали такое прямо гейгейское, я вам скажу. Геката подземная. Чего необходимо избегать? Вот наименее подходящее направление. Дьявол. Дьявол выпал. Ну, дьявол искушает. Вы же знаете, что он искушает, правда? Любым искушениям здесь поддаваться точно нельзя. А уж тем более пускать на самотек, предаваться радостям жизни. Представьте, что вы основали магазин цветов, например, да? И вот этот магазин работает, вы должны каждый день следить за магазином, приходить, проверять продавцов, проверять цветы, проверять, как работает, выручку снимать, там, тра-ля-ля. Но тут вы поняли, что магазин приносит немножко денег, вы расслабились, поехали отдыхать, плевать вам на магазин. Приехали уже к шапочному разбору, никакого магазина там уже нет, уже никаких цветов, никаких продавцов, уже все развалилось, да? Почему так? Потому что вы не следили за ним, никого не оставили следить, ничего не делали. Или всю выручку из оборота вынули и потратили на свои шубы с бриллиантами. Ну а что нет? А потом спрашиваете, вас спрашивает продавец, когда мы закупим новые цветы? Вы говорите, ну у меня денег на закуп нет. А чем ты торговать собираешься? Закрыли магазин. Понимаете, о чем я говорю? Вот что такое дьявол. Чего делать нельзя? Ну расслабляться нельзя, поддаваться искушениям, конечно. Вы же понимаете, что дьявол — это одна из самых сложных карт. Она показывает одержимость, она показывает материализм. И, конечно же, разные искушения. И еще показывает страх. Страх, у меня ничего не получится, я вообще ничего не получается, я вообще ничего не буду. Как только вы начали бояться, быть неуверенным в себе, все. А что вы добьетесь тогда? Ничего у вас и не получится. Вам нужно запастись терпением, вам нужно стараться, добиться того, чего вы желаете. Каждый день вскармливать это, как вскармливает этот человек дрова костру маленькому среди снега. Тогда костер разгорится, может, растопит поляну целую. Но если вы не подкармливаете, а сказали, я боюсь, я не хочу, ну и все тогда. Понимаете? У вас упорство должно быть. Так вам даже сама судьба удачу дает. Если вы подкормите костер, у вас все получится. Удача же на вашей стороне. И последняя карта. Геката — носительница ключа. Ключ к продвижению вперед. Что необходимо помнить при принятии решения? То, что важно не упустить из виду, акцент, о котором не следует забывать. 9 пентаклей. Видите, она говорит,
Молчи. Молчи, товарищ, молчи. Вы знаете, вот эта карта, она даже книгу украшает. Там с первой страницы, по-моему, где-то. Вот эта карта прямо изображена. Почему? Потому что она прикольная, эта карта. Наиболее, может быть, любимая автором. Не зря ее сюда поместили, да. И получается, вот эта карта, она четко показала. Во-первых, вот обстоятельство какое, да, о чем-то все-таки надо молчать. Например, о своем успехе, промежуточном. Ну, не разговаривайте вы о том, что вы достигли уже, не надо глазить, людям рассказывать, чтобы они завидовали, что ли. Вы, допустим, добились в жизни какой-то стабильности, ну молчите об этом. Есть результат по деньгам, молчите, ну не надо рассказывать. Вот какое обстоятельство точно здесь вас как ключ, да, сопровождает. Не упустите этот момент из вида, умейте молчать. Соответственно, во всем нужно уметь молчать. Что бы ни случилось, чтобы у вас не появилось, не получилось, там, не разбогателось, ну, перестаньте это всем докладывать. Пусть мир поспит немножко. Вам нужно двигаться осторожно. Не будите этот мир. Посмотрите вокруг. Может быть, в этом мире все ждет просто рассвета, следующего дня. И у вас есть сначала время потрудиться, а потом есть время отдохнуть. Умейте вот между своим трудом все-таки делать паузы и отдыхать, да? Соответственно, у вас должно быть причастие ко всему. Вот ко всему, что вас окружает. И уметь дисциплинировать себя, уметь быть уверенным в себе человеком. Достигать достатка материального благополучия с помощью тишины, с помощью спокойствия, равновесия внутреннего. О чем-то вам придется смолчать для того, чтобы у вас появилось то, что вы хотите. Но такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Live, а также на канал Школа Таро Альвиен, как вы помните, и канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!